Итак, дорогие друзья, пришло время заправить наш снегоход. Заправлять буду чистым бензином в бак и заливать масло Ямалюб. Производитель снегоходной техники настоятельно рекомендует владельцам Ямахи заливать масло Ямалюб, потому что в Ямахе есть целая лаборатория, которая занимается изучением масел, и именно для техники Ямаха разработан вот это масло. Поэтому, друзья, используйте. А также, кроме этого, еще в сильные морозы и производитель также рекомендует доливать масло, разбавлять бензином. Это и во время обкатки, и после обкатки в большие морозы все равно надо это делать, потому что вы можете заклинить ваш двигатель. Так что так вот. Сейчас будем заправочку делать. Все, бензин пошел. Так. Тут еще 2 литра, еще 2,100 осталось. Вот этот бачок хватает на 200 литров. И на 200 километров масляный. Главное не забыть закрыть потом. Так, дорогие друзья, вот мы и приехали. Вот так у нас начинается утро. Сегодня 30 градусов, тепло. По традиции начинаем проверку сеток. Сегодня у нас крайний день проверки сеток. И после этого начнется другая рыбалка. Так что следите, будет интересно. Оставайтесь на канале. Так, разжигаем печку традиционно. Напоминаю, друзья, зима, сезон печек. Печка пошехонка средняя на сайте клёваярыбалка.рф она есть. Поэтому, чтобы у вас было меньше вопросов. Ой, то есть пошехонка большая, не средняя, большая. Так, не понял. Ага. Вот такая у меня вот такие спички из набора сухпайка. Не гаснущие, так сказать. Вот такие они. Каждый день ими разжигаю по одной спичке. Жалко, что их мало. Сейчас я разжег, потом нужно будет прийти закрыть дышло. Она разгорится как следует. Так, первая сетка, она стоит возле палатки. Всегда проверяется первой. Судя по соседям, у них уже хорошо попалась на сетке. Прям массовая пошла ряпушка. Довольно долго уже сидят. Сейчас мы свою проверим, давайте.
var. Ha? Здесь тоже вот что-то есть маленько. Вон такой Здесь тоже маленько есть. هذا بعرف оп лухамал гэх. Лухамал гэх. Точно, давай. Лугне тахаран гэх. Эти давай вытаскивай. Мария. Кидок маленький. Муксун. Нам муксун, ага, муксун. Муксун попался. Ух ты. Эта сетка постоянно муксуна ловит, да? Здесь ход муксуна, видать. Алджамусина кибич. Ого. Попалась там, где это порвано. И как раз так. Порвано место где. Как раз где порвано попалась. Ну что же, начинаем трудовую рыбалку, друзья. Понеслась. Сегодня тепло. Сколько градусов сегодня? 28 градусов всего лишь. Очень тепло, да? Жара. Жара. Балава эти деньги мы hadaqsan xabit diyorlar. Sonra limit. А? Sonra limit bu da bana bir bitti. Масло иди, да? Да, сегодня у нас последний день рыбалки на ряпушку. Поэтому с завтрашнего дня уже ряпушки заканчиваются, поэтому все. Вот из деревни ездим каждый день по 7-8 километров, если не больше. Сколько тут, интересно? Что-то я не засекал. 9 километров, 10. Горючка постоянно нужна. Так что, друзья, если кто хочет помочь с горючкой, отправляйте на номер карты. Карта будет в описании под роликом. А также вы можете стать спонсором канала, что даст вам дополнительные бонусы. Иногда я выкладываю на канале видео для спонсоров. Вот. Также, дорогие друзья, у меня есть свой второй канал, Life называется. Клевая рыбалка Life, ищите в интернете. Там тоже есть много различного видео, которого нет на основном канале. Поэтому, друзья, переходите, подписывайтесь смело. Можете подписаться на Instagram. Там тоже немножко своеобразный контент. Вот наш еще один напарник подъехал, Андрей Аркадьевич, который любит икру кушать. А ладушки из икры. А мы будем состаримся через 15 лет и будем смотреть, да?
Ох, какие мы молодые были, как рыбачили, а не то, что современные дети в компьютере рыбачат. Скоро перестанут и так, наверное, рыбачить. Молодежь вообще не стремится в селах остаться. К рыбалке особо не тянется. И без этого все перейдут на доширак, но на мираторги и пятерочки. Я понимаю, если бы тут что-то было бы, да? Но тут ничего уже нет. Чем людям кормиться-то? Основной вид заработка и еды. Пропитание И еды, да. Для кого-то работа, для кого-то это доп. Доход, для кого-то основная еда. Поэтому тут дело такое, что сейчас вот голова приезжал спокойный тем, что тут проверяющие органы ходят. Так, вот такой вот улов. Здесь порядка, наверное, больше 100 штук, что 120, наверное, где-то. Плюс вот такой вот, посмотрите, отличный муксун попался. Просто обалденный. Сказали, съедим на струганину. Давайте печку закроем. Ух ты, здесь уже теплынь, теплынь. Опа. Толщина льда всего лишь где-то пятерик, наверное. За ночь. Ночью относительно тепло было. Так, это вторая сетка. Сейчас будем проверять. Вот пока Иннокентий черпает, я переодеваю перчатки. Вот это колбаса. Лучшая рыба — это колбаса. Самую крупную рыбу какую ловил на сети во время ряпушки? Вот на ряпушку. На лима, да, наверное? На лиме ловили.
Таймени ловили. Тайменя ловили? Ой, да. Это давно было, да? Ну, Круто. Таймень зубами, да, залез? То есть на 10 метрах на глубине, друзья, таймень, оказывается, водится на фарватере. На самом. Сейчас вся рыба питается вот ряпушкой, наверное. Кормится. И Иннокентия после сюжета телефон будет звонить весь день с утра до вечера. Без остановки. От друзей, знакомых, коллег с просьбой отправить немножко рыбки. Но Иннокентий выключил свой телефон на целую неделю. новый номер. Номер поменяет, да? Когда начинается, целый год никто не звонит, да? Потом, когда начинается сезон рябушки, потихоньку начинают поступать звонки. Еще за неделю до рыбалки начинают поступать звонки, да? Так, ширина реки в этом месте, где мы рыбачим, около 6-7 километров от берега до берега. Поэтому рыбе есть место, где разгуляться. Вот, посмотрите, вот эта часть реки, она полностью вся в торосах. То есть там ты уже никак не можешь порыбачить. В основном все рыбачат на небольшом пятаке. Вот на этом. Смотрите. Так, ну а вот улов. Собственно, вот такой вот небольшой. Вот, Иннокентий сказал, сейчас некоторые более результативные сети оставим, некоторые снимем, в которых уже меньше рыбы, поэтому сетку оставляем, сказал эту. Вот. Тряпичная сетка. О, отлично. Снова колбаса. Лучшая колбаса — это рыба. Лучшая колбаса. Лучшая рыба — это колбаса. А порой бывает такое, что ряпушка вообще до этих мест не доходит. Тогда уже ее никто не ловит. Бывают такие года. а ну-ка, член. Так что всю рыбу никогда не переловят все равно таким методом рыбалки. А ты как думаешь, Иннокентий? Просто невозможно, друзья. Здесь ее тысячи тонн, сотни тысяч тонн поднимается. Не миллионы вообще. А? Хорошо сегодня отработала вообще, ага. Эта сетка все 3 дня
себя не очень показывала. Сегодня на ней просто отличный результат. Опять закрутилась. Конец все время закручивается. Всех сеток. Как байкальский омуль. Расскажи историю про байкальского омуля. Да ты же ездил в командировку куда-то. Иннокентич поехал как-то один год в командировку в Питер. В Питер или в Москву ли? В Москву, да. В Москву, да. С собой повез ряпушку. Ряпушка была с Кисюра, да, ниже. Кисюрскую ряпушку повез. А кисюрская ряпушка отсюда 700 километров. Она еще жирнее. И приехал туда, она засоленная была, да? Как селедка засоленная. И ребята в общаге все начали кушать, да? Байкальский омуль. Байкальский омуль говорят. Крупная ряпушка была же. Потом я им говорю, что это ряпушка. Ага. Они мне, откуда ты знаешь, что это байкальский омуль? В общем, ты так и им не доказал, да, что это ряпушка. Все остались при мнении, что это байкальский омуль. И вы ели байкальского омуля, да, все эти дни. Ну, хорошо, байкальский омуль. И сейчас, наверное, ребята до сих пор эти вспоминают, наверное. Ох, какой же был вкусный тогда омуль. Привозил кто-то. Так, ну вот такой улов получился. Я думаю, считать можно смысла нету. Вот. Здесь и так видно, что за 100. Ну а мы продолжаем продвигаться. Это у нас уже третья наша сетка на нашем пути. Вот. И остальные сетки вот так вот. Раз, два, три, четыре. И туда идет. В общем, рыба в основном ловится здесь, вдоль этих торосов. Смотрите, вон в торосах там никого нету. Вон там вон парочка человек ходит. Основная масса, конечно, здесь сидит. Вот. Вот это колбаса. Отличный улов. Вот что называется хорошее начало дня. Желаем, чтобы у всех рыбаков так начиналось день. Арей. Сюди тут делают. Это нам еще сегодня повезло, друзья, что сегодня тепло. Если было бы холодно, то было бы некомфортно. Очень тепло. Очень жарко было бы тогда. Ну как у вас улов сегодня? Как вчера. Бабка нету. Крылых прибавился только. Что-то какие-то невеселые вы совсем сегодня. Устали. Устали уже? Ну потерпите немножко. Рыбу снимать устали. Немножко осталось совсем. Парочка деньков.
Вы сетки-то свои снимаете сегодня или будете продолжать оставлять? Посмотрим. Пока оставим, наверное. Ясно. Но мы свои уже снимаем. Мы уже заканчиваем рыбалку. Хватит. Завтра с вами можно ваши сети проверить? Придете? Поможете. Хорошо, ладно. Итак, сейчас мы поехали собирать улов сеток. Так, вот это наши сетки же, да? Здесь мы уже собрали. Ну, в общем, все собираем и едем домой. Вот такой сегодня короткий сюжет был с рыбалки. Arlarda.
Андрей, ты Hadi.